Восточно-Сибирский лицей объявляет набор на новый учебный год. Учебный план соответствует федеральным образовательным стандартам. Восточно-Сибирский лицей расположен в 203-м микрорайоне в новом учебном корпусе. Телефоны 36 91 91, 26 26 65. Всем привет! Вы на канале Ветви, и сегодня у нас очень интересный выпуск, подкаст с нашим дорогим гостем Алексеем Адамовым. Здравствуйте! Почти не запнулась, ты смотри. Если вы хотите, чтобы Саргалана и дальше начинала все наши выпуски, ставьте лайки. Алексей, привет! Привет. Расскажи, во-первых, как у тебя дела? Как у тебя настроение в целом? У меня все хорошо. Настроение супер. Творчество сейчас начинаю. Мне как раз привезли гитару, и буду дальше двигать себя и свою гитару. Буду двигать гитару. Ты недавно из Москвы вернулся. Да. Что ты делал в Москве во время пандемии? Я был на втором туре оркестра Башмета, всероссийский. То есть я прошел первый тур электронно, чуть не сказал. Электронной музыки. Подожди, для уточнения, это же молодежный оркестр, да? Да. Молодежный оркестр, то есть там проходит конкурс, ребят от 16, да, до 21 года, что такое? 14 до 23 включительно. Почти угадала. И это просто давно было, я не помню. Да, это российский оркестр. Я старая, я уже старая. Где из России набирают детей, молодежь, наверное, вот, и делают, конечно, красивую музыку, так скажем. То есть... Ты же уже ездил туда, да? Да. Один раз в Сочи? Нет, не один раз. Я был в составе, то есть вот первый раз был, и сейчас, надеюсь, тоже попаду. Будем молиться. То есть это отборочные на вхождение в состав? Да. Когда он приезжал? Я была на 5 курсе, года 2 назад он приезжал сюда. Юрий Башмет. У нас еще в канатке, помнишь, целый этот был? Да. Он приехал такой весь в цепях золотых. И что-то у него там какое-то серьезное. У него кулончик У меня такой. есть Warhammer 40 тысяч Нет, просто там прям картина. цепь. Башмета в цепях привезли. Там прямо цепь была такая. Ну, первый отбор мы проходили в Якутске. То есть у нас в высшей школе музыки есть зал, и туда приехал администратор Всероссийского юношеского симфонического оркестра Дмитрий Гринченко. Он нас послушал со своими ассистентами и решил, что мы, походу, подходим. Из канатки вот в ВШМ взяли меня. И Женю, да, Захарова? Нет, меня, Дашу Шахардину. Нет, просто меня. Почему Женя Захаров? Они в Москве проходили. Все Вот. поняла. То есть у нас трех учеников взяли из нашей школы, и с Москвы тоже, получается, наши сородичи, да? Выпускники. Выпускники, те, да. кто учились в Да, канатке. их двое. То есть вот Кира и Женя. Ага. Молодцы ребята, да, ребятишки. Вот когда я училась, у нас такого не было. Было. Не было, нет. Оркестр Сегодня будет открылся очень в интересный 2012 выпуск. году. Нет, к нам они не приезжали, Да, то есть к нам такого они у не нас приезжали, не было. да. То есть мы-то обычно не можем оспорить то, что Саргалана здесь Да, говорит, тут то, что в нельзя. канатке там происходит. Мы Да. такие, ну да, наверное. Тут наконец-то появился человек, который может сказать, как на самом деле было. Нет, у нас не Не, было. они не правда, приезжали, они да. никто не Просто приезжали. можно было самому полететь в какой-нибудь А как ближайший бы мы город. знаем, то, что я еще на виолончели, это мне надо 2 билета покупать Да. туда-обратно. С виолончелища Фигушки, таскаться. Башмет без меня. Ты играешь на фаготе, фагот требует отдельного места? Нет. То есть, Пока иногда... нет. Потому что всегда проблемы Да, случаются в всегда. самолете. То есть мы приходим на регистрацию, показываем свой инструмент, они ахают, ухают, потом вызывают кого-то постоянно, я не знаю, администратор, наверное. Нет, это представитель, Да, если представитель, да. возможно по габаритам это все. Потому что Не-не. фагот, он тоже... Да. Но он длинный, он по длине не влазит. Нет, у меня получается Он- чехол маленький, чем обычно, поэтому, обычно меня пускают. То есть, если мой инструмент не впустят в салон, то я не полечу, наверное. Да, потому что Да. сдавать в багаж... Да, конечно, там перепад температуры такие. Мне не хочется продавать почки, потому что фагот стоит 1,5 миллиона, извините меня. Там не просто... Состоятельные люди на канале. Я, допустим, не профессиональный музыкант, но у меня возникали проблемы, когда нужно было перевести банально гитару. То есть это не профессиональный был инструмент, просто дешевая гитара, и то проблемы были, потому что это в ручной кладе в любом случае, надо как-то ее там на полке уместить и так далее. А у вас действительно, во-первых, кофр
да, жесткий по-любому под Да. инструменты. И Специальный. как это все проходит? То есть, когда вот они знают... Ну, обычно же нас приглашают куда-то, или мы куда-то собираемся, обязательно до вылета или при покупке билета подается заявление. И Через министерство. Да. Нет, через министерство о том, что выезжает такая-то группа, Да. столько-то будет инструментов и так далее. Или вот агентство, которое тебя приглашает, вот, например, вот оркестр Башмета, они тоже обязательно до вылета подают заявление на инструмент фагот. Мы обязательно им отправляем свои габариты инструмента, насколько Там весит. вплоть Да. до сантиметров, Да. объемов и килограммов. Например, мой фагот с чехлом весит 6,5 килограмм. А виолончель сколько? Ну, например, мы летаем, если у вас такие кофры, они там или карбоновые, или что-то такое, ну, Да. твердые. Да, твердые. А когда мы улетаем, мы берем максимально облегченные чехлы, потому что, ну, таскать, Гигбэги. пусть будет так. И мой инструмент лично весит 8300. Но обычно мы строим кошачьи глазки, чтобы нас пустили в рейс. Поэтому, ну, такое бывает. Ты так сказал еще кошачьи глазки, как будто профессиональный термин. Мы сейчас строим кошачьи глазки Да, все построили. или тигриную лапу, и потом штурмуем. Ну, как-то так. Ну, пожалуйста, пожалуйста. Хорошо. И каково же это было профессиональному музыканту зарегистрироваться на самой популярной за последний год социальной платформе и дико прославиться, например? Подожди, мы скажем то, что у Алёши в ТикТоке 450... По 60, да. Полмиллиона почти. Полмиллиона, представляете, подписчиков? Больше населения Якутии. Якутска. Якутска, да. Да. Вот. На Якутию пока. Через годик вся Но Якутия будет. просмотры, да, больше, чем население Якутии. Да. Так, Как так получилось? ну, вообще, платформу TikTok я знал давно, но я был не зарегистрирован и вообще не следил за этой платформой. И как-то так получилось, то, что моя сестра снимала тренды. И решил как-то зарегистрироваться, то есть на это, мне кажется, повлияла моя сестра, за что ей огромное спасибо. Привет. И ее 20 подписчиков. Спасибо за репосты, отметки. Да. Ну, подожди, начнем с того, то, что ты зарегистрировался сколько? Сколько времени прошло? Ну, получается, в первой конце публикации. марта, да. Ну, давайте вот 1 апреля, наверное, будет. Этого года. Да, Этого года. этого года. Этого года. Этого года. Ты что, разорались? Серьезно? Да, Полляма? серьезно. Апрель, май, июль. Вот такая вот интересная платформа. Так, ну и что? И сколько ты видео закидывал, и когда это все залетело? Да. То есть я начал сперва снимать танцы, за что мне сейчас очень стыдно. Ты их удалил? Да. А я помню твои танцы на школьной дискотеке. заскринил. Ой, вот это нужно забыть и удалить. Да, С Катей Шахурдиной, если она это будет смотреть. да. Снимал тренды, но от этого прям никогда не получал удовольствия, просто ради прикола. Подожди, да. тренды это, то есть, вот Мировые я в вашем, тренды, да, в вот вашем танцы. ТикТоке вообще не туда. Мгм. Там, получается, есть танцы всякие популярные, и там постоянно меняется. То есть один танец на максимум вот это- неделю. Да, вот эти всякие штучки, да, они все похожие. Да. Сейчас все тиктокеры поймут меня. Я понятия не имею, что происходит. Да ты старый, потому что... Очевидно. Да, вот. Потом я как-то одолжил гитару у своей подруги, так как моя была в общежитии, канадская была закрыта. Вот поэтому у меня не было возможности взять гитару и вообще свои вещи взять. Потому что нам сказали, на неделю вы поедете домой. Я такой, итоге хорошо, да. А сколько потом на полгода просто. В итоге Вот. социальная опрессия стала Напомним, причиной. нет, мы напомним подписчикам, то, что Высшая школа музыки — это школа-интернат, где Да, мы... лучшая школа в мире. Нас просят это говорить всегда. Пожалуйста, Да перестаньте. нет. Прекратите. И вот, и на время пандемии, соответственно, все вещи там остались, и Леша не мог забрать свою гитару. А про фагот он забыл, наверное. Нет, я фагот взял, поэтому я оставил гитару. Жесткий выбор был Жалко, такой. Эйн. Блин, что У меня взять? всегда такое, то, что я, например, приезжаю из деревни, мне нужно взять один инструмент. Я такой, так, ты останешься Эйн, сегодня, я тебя сегодня забираю. Ты любимый ребенок. Ты нет. Тебя возьмут в Турцию, а тебя нет.
Ну, извините Тебе меня. купим новый футляр, а тебе нет. Да, учитывая, кстати, ситуацию с ценами на рынке, я думаю, сколько стоит кофр для фагота? Если он один стоит. Кофр, наверное, 5. Так Хороший дешево, 5-6. что ли? Да, 5-6 А у тысяч. нас Ну, очень это- дорого. У это нас нормально там еще. карбоновый футляр минимум 20-25. Ну, это самый дешевый, наверное, 5-6. Ну, неплохие. А так, наверное, ну, ниже Просто, опять-таки, 10. фагот нелюбимый ребенок в семье Алексея, поэтому его футляр стоит 5000. Вообще, они там тоже в районе 20. А вообще мой фагот это не собственный, потому что у меня почки на месте. Так, у меня тоже вроде. Да, но 1,5 миллиона я бы, наверное, лучше купил квартиру. Просто первоначалка. Да, просто так. Фагот у меня, получается, театральный. Я работаю в театре оперы и балета, артист оркестра, первый фагот. Вот как-то так. Все, успокойся. Поэтому собственного инструмента у меня нет. Ну вот, есть гитара. Собственно. Да. Ну, не инструмент, И но укулеле любимый. есть. Ну так вот, Вот. вернемся к ТикТоку, да? Мы Да. немножко отвлеклись. Да. Ты снимал танцы, вот эти вот всякие ее бокал по OneXO. Ну, Да. до этого еще... Или это уже было? Нет, я вот помню точно дату, 20 апреля. На день рождения мамы я одолжил гитару своей подруге и начал записывать. Первые видосы у меня сразу же полетели, на что была неожиданная реакция моя. Типа, как сразу пошло? Мой второй видос сразу залетел на 300-400 тысяч просмотров. И вот оттуда уже начали люди собираться, и я за 7 дней уже сразу набрал 10 тысяч человек. Мгм. Я это вчера смотрел, кстати. Я пересматривал свои видосы для сегодняшнего прямого эфира. То есть у меня сегодня будет прямой эфир по просьбе TikTok-разработчиков. О, ничего Да. себе. В ТикТоке это будет? Да, Ага. вот там. На Ютубе. Ну, подожди, ну что ты? А, У да. него потому что много подписчиков в Инстаграме. Мало, 26 только. Это что за 26? 26? Да не, ну это для Всего меня там мало, я хочу население больше. 203. Я не знаю. Че чепит? Вот. А я как раз вчера вот пересматривал, и да, я за 7 дней уже набрал 10 тысяч А как на людей. тебя вышли разработчики ТикТока? Как это? Я подал... у них есть интересное, Мгм. и там было развитие талантов. Нужно было подать заявку, типа... Ну, типа программа какая-то. Да, программа, да. Развитие талантов ТикТока, и я попал туда, где в разделе Singers, Мгм. и они вышли на меня и сказали... И какие условия? Просто сказали, вот мы видим, что у тебя хорошая аудитория, и у тебя... Ну, динамика Да, роста хорошая. Да. Все нормально, поэтому давай устроим эфир Мгм. и выбери дату, выбери тематику и вообще, что ты будешь делать и так далее. И я согласился, почему бы нет. Я сейчас развиваю себя, поэтому вот насчет всяких вот платных штучек не соглашаюсь. Просто вот... Ты имеешь в виду по бартеру, там Да. что-то такое? Да, то есть нет. Ты же спросила, типа, бесплатно или типа такого, Мгм. да? Ну, типа, Мгм. поэтому, да, это бесплатно. Ну, то есть в целях развития себя. А дается какой-то регламент по времени? А в ТикТоке в прямой эфир нет. Вот тиктокеры, то есть разработчики сказали в течение часа, да. Разработчики. Но это, походу, кстати, секретная информация, поэтому... Ну, это не сегодня выйдет. Да, поэтому... Это Майя просто Инстаграм эксклюзив. в прямом эфире уже выпускает. Ну, давай поговорим о репертуаре. Что ты вообще, какие песни ты играл, что вообще тебя сподвигло именно их выбрать? И, ну, вообще о твоих музыкальных предпочтениях. Вообще, в целом, я слушаю попсу, то есть то, что крутится А постоянно как же на радио. классическая музыка? Классическая музыка на работе. Не в повседневной так не Как у жизни. Да. всех нормальных людей, Саргалана. Продолжаем. Да, получается, я слушаю попсу. Сперва я записывал песни, которые прям хитовые, то есть то, что мне самому тоже нравилось. А потом в последнее время я делаю так, то есть мне пишут ребята в комментарии,
я на них отвечаю. То есть они мне пишут: спой, пожалуйста, какую-то песню. То есть просто Да. по заявкам, да? Да, то есть, получается, запросов много, но я... Ну, зато тебе думать не надо. Да. О, что сегодня записать? Да, типа, получается, мне постоянно под комментариями пишут песни, и, например, какую знаю, или какая более знакомая, или вообще... Ты сам подбираешь? Комментарии, да. Я сам подбираю. Вот это вроде знакомо, наверное, вот эту спою, типа такого. Нет, подожди. Окей, это насчет музыки, аккомпанемент? Все сам, да? Ну, по слуху. Ну, да. Мы же музыканты. Ну, да. Нам легче. Я как человек, сидящий на сайте аккордов amdm.ru сейчас Да, вот это чувствую себя AMDM, немножко... Но эти сайты, да, иногда помогают. Ля минор, ре минор. По Да. крайней мере, это я могу сказать. АМДМ, да. И еще всякие вот мой аккорд, или как-то там, Да, мой да, аккорд. да. Да, вот это тоже неплохой сайт. И оттуда тоже иногда беру аккорды. Иногда там правильно, иногда вообще неправильно. Поэтому ориентируюсь на слух. То есть... Еще самое смешное, что там количество просмотров, допустим, у неправильного, откровенно неправильного подбора больше, чем у правильного. Сколько по времени у тебя занимает там запись одной песни? То есть это Одной кавера? разбор, там подбор. Разбор, аккомпанемент. подбор, забор. Да. Ты слова учишь наизусть или как-то у тебя там листочек стоит? Я раньше учил, да. Ага. Потом решил забить. Ну, То слишком есть, много. Да. У меня есть MacBook, и я там ставлю слова, и все. Трачу максимум час, наверное, для всего. То есть не максимум, наверное, 2 часа. Мгм. Ну, короче, Так. в среднем Да, в среднем час, два да. у тебя Идет, да. Мгм. У меня еще, когда я был в деревне, у меня было время, типа, 5 часов я уже должен начинать и в 6 закончить, типа такого. Ну, потому что дома нечего делать, поэтому я уже ставил график, потому что я, В деревне. да, ставил себе цель, то, что нужно как-то воспользоваться шансом, то есть вот во время карантина я должен что-то сделать, что-то, Ну, ты сделал. да, чтобы изменить свою жизнь или сделать как-то ярче. Ну да, я, допустим, просто пару книжек прочитал за карантин. Ты у нас умница вообще. Молодцы. Сериалы посмотрел, Нет, книжки ничего. почитал. Мы уже это обсуждали, ничего не посмотрел, ничего. Так вот, почему попса? То есть почему, допустим... Не рок? Ну нет, вообще, ну понятно, почему не рок. Почему не классическая музыка? Да, я имею в виду, есть ли у тебя желание, какие-то другие жанры попробовать? Может быть, или в плане аккомпанемента, в плане аранжировки что-то придумать? Ну, пока нравится моей аудитории то, что я сейчас делаю. Пока не надоест, наверное, буду дальше снимать. А вообще я хочу делать полноценные каверы, если это будет возможно, и монетизировать их на YouTube. То есть у меня в YouTube есть канал, тоже и там 1000 подписчиков. И один видос. Ну, главное, чтобы редакция ТикТока тебя сейчас не услышала. Почему? Я хочу делать полноценные каверы и свалить на YouTube. Да нет, я в ТикТоке все равно останусь, это уже родное место, я, наверное, скажу, потому что если бы не было ТикТока, не было бы моих зрителей, моей аудитории, потому что меня уже узнают в Москве, да, в парке Горького был случай, что со мной сфотографировались. Было в метро, я такой иду со своей подругой, Лера Шепеля, знаешь, да, и такие идем, и проходит парень. Я ничего не обращаю внимания, а потом парень, я такой откидываю на свою голову, и он такой: ты классно поешь. Такой: о, спасибо большое. Это было просто, мне нравится, когда вот люди подходят, со мной разговаривают и вообще там фотографируются. Всероссийское признание. Ты заговорил о таких цифрах, как 1,5 миллиона, и как скоро ты хочешь... Выйти на эти Да. цифры. Есть огромный секрет, пока не могу озвучить, но Я думал, огромный секрет, который я сейчас вам расскажу. да, который... Шок-контент, Алексей Адамов. Блин, вот такое... Но заголовок мы такой все равно напишем. Ничего не мешает. Да, то есть у меня есть планы, есть цели, я буду плотно работать, и вот после пандемии я, скорее всего, куда-то улечу,
Да, Подожди, есть сейчас же ты встречи. Нужно- студент. А. На каком курсе ты? На Я втором? сейчас на второй перешел, да. Это тебе 19, да? Да, мне 20 сейчас. Ты не будешь заканчивать школу? Ну, пока не институт? знаю. Не могу точно сказать. Ту-тум. То есть Это- ты, как сказать, пойдешь не по классической Не знаю, музыке? может, возьму академ. А Может, куда ты хочешь съездить, попробовать себя? ну, не Тоже могу, секрет, да. America's Got Talent. Не. Так скажем. Жесткое попадание. Не. Е4. Ну, меня куда-то пригласили, и вот от этой встречи зависит дальнейшая моя судьба, наверное. Но это Да. связано с С творчеством, да. именно вот тем, Да, чем ты сейчас занимаешься. Да, с моим хобби. А как вести социальные сети ты будешь, когда начнется учеба, работа? Ну, я тоже думал насчет этого, потому что без творчества... Но я все равно выступал, я же состою в этом, в творческом объединении Cover Inspiration, и находил время для выступления. Но я всегда пел и буду петь. То есть вечером после работы приходил в коттедж, в канадскую деревню, и садился за фортепиано, пианино, и начинал петь все равно. Поэтому, когда у меня даже была маленькая аудитория, 1500 было в Инстаграме, я все равно устраивал прямые эфиры, все равно исполнял песни, но у меня зрителей было там 30-40 максимум, типа. Поэтому сейчас, когда вот была волна, то есть когда мои видосы залетали на миллионы, у меня были в ТикТоке эфиры, где были 10 тысяч человек, ну, типа, стабильно сидит 2 или 3, 2 тысячи человек и смотрит на мой стрим. Это приятно. А у тебя есть какая-то связь с твоими зрителями? То есть они тебе пишут? С космосом Возможность понятно. написать мне только в комментарии, наверное, Ну да, то есть если я прочитаю. у тебя есть какие-то постоянные зрители, которые вот уже примелькались, ты знаешь, что вот этот человек тебе пишет регулярно? Нет, я не запоминаю, потому что в ТикТоке очень много. Я вот обновляю свои эти входящие, и там постоянно крутится. То есть мои старые видосы, все они все равно в рекомендации, поэтому даже вот мои первые видосы, они сейчас даже получают комментарии. Поэтому нет, я не... Но я стараюсь читать и лайки, комментарии, которые мне приятны или, может, интересные, я на них отвечаю. То есть у меня нет такого, то, что я не читаю комментарии. Все равно, да, интересно, что пишут люди, какие песни предлагают. Вот. И вообще узнать, как их реакцию. Да, и они, да, некоторые удивлены, то, что я с 400 тысяч подписчиками отвечаю на некоторые комментарии или вообще лайкаю. Но по возможности я пытаюсь, да, это делать. Но вот где Билли Айлиш, мой кавер, 6,7 миллионов просмотров, там почти 20 тысяч комментариев. Нет, я туда не захожу просто. Простите. А можно нескромный вопрос? Ты, если не хочешь, не отвечай. Ты делаешь на этом бабки? Мы будем делать бизнес. Будем делать Сколько ты бабки. получаешь? Ну, то есть, какая-то прибыль должна же идти. В ТикТоке монетизации, к сожалению, сейчас нет. Поэтому А в все Инсте? мои монетизации... Ну, просто можно делать рекламу. Я категорически против рекламы в ТикТоке на своем профиле, потому что мой аккаунт для меня, то есть для моей саморазвития и так далее. Надеюсь, я эту планку буду держать долго, пока меня не сломает. Пока меня какая-то не сломает. астрономическая сумма не сломает мои принципы. Кстати говоря, мой номер телефона. Пишите в директ. А в Инстаграме, да, я спокойно могу сделать рекламу. И как часто тебе приходят предложения? Но я не вижу смысла делать рекламу всяких заработок, накруток, поэтому я на них вообще не отвечаю. И людей тоже не могу как-то понять. То есть, как мне
с темой кавер рекламировать человека. Типа, например, вот Катя, она за 3 секунды похудела на 100 килограмм. То Извините есть меня. такие предложения Да, поступают. поступает, но Ага. я не отвечаю, поэтому не вижу А смысла. насчет того, что где-то выступить, корпоратив, шмарпоратив. Ну, я... Очень плохо ты зарифмовала, если честно. Так много было, много слов, много букв можно было подставить, но ты подставила именно эти. Я себя вообще еще не продвигал. Типа, например, пишите принимая заявки на выступление и так далее. Но иногда, да, люди пишут насчет выступления, но я еще не ездил. Ну вот сегодня как раз вечером будет концерт. Да, Да. в курсе. Да, Я туда в еду. курсе. А ты? Я тоже в курсе, мне Алексей сказал. Yes, of course. То есть сегодня у тебя на самом деле такой очень Насыщенный насыщенный день, потому денек. что, во-первых, Да. прямой эфир, потом еще концерт. После концерта прямой эфир, да. Ну У меня вот, да. здесь в 11 часов вечера. Путаешь. Мгм. Это хорошо. То, что, да, я что-то делаю, занимаюсь. Ну, то есть твоя платформа для развития — это все же ТикТок, Да. не Инстаграм. Нет. И насколько тяжело после этого вернуться к классической музыке, к театру, оперы и балета? Я не знаю, я еще не вернулся. Ну, Даже мыслями вернуться обратно в оркестровую яму. Не знаю. Я прям такой вдохновленности от оркестра прям сильно не получаю, но бывают такие концерты, прям, которые берут за души после исполнения, после таких сложных сольных партий. Ну, не знаю, пока не думаю об этом, потому что сложно. Если начнется сейчас работа, учеба, не знаю, мое творчество, надеюсь, не угаснет, потому что, ну, не ради того, что просто вот на карантине развлечь себя создал эту идею, то, что себя продвигать и так далее. То есть я уже, наверное, так скажем, блогер, поэтому мне нужно как-то совмещать, то есть какие-то мои свободные время для других дел. Например, я люблю играть в компьютерные игры. Нужно их освобождать для творчества, наверное. Например, в деревне, когда я снимал каверы не на своей гитаре, кстати, мне потом его привезли. Вот, я снимал видосы, например, 7 каверов в день. Например, я менял одежду и так далее. Просто вот из-за Чтоб того, что... про запас, да, да, было? просто неудобно каждый раз одалживать инструмент. То есть я на 2-3 дня одолжил, и я уже почти записал каверы. неделю. Да, больше недели, да. Потому что бывало то, что вот я помню прям один день, я снял, наверное, 4-5 каверов. Я вот спел, записал, пошел, переоделся, пришел, начал учить, и вот опять записал. И вот 4 песни сразу, то есть на 4 дня вперед. Я каждый день выкладывал каверы для продвижения, и, наверное, это способствовало на то, что у меня сейчас за 5 месяцев, да, ты посчитал? Ну. Да, грубо говоря, за 5 месяцев у меня уже 450 тысяч, больше 450 тысяч. И что я хотел сказать? Что больше 450 тысяч, ребята. Да, поэтому сейчас, конечно, возвращаться к учебе. Да, я, наверное, пока не готов, поэтому хорошо, что сейчас карантин Хоть продлили. на кого-то хорошо повлияла пандемия. Ну, а так нет, я бы лучше вышел на учебу и работу. Я, короче, вот распределю время и буду все равно плотно работать, то есть выжимать себя. Выживать просто. И А вы как творить. думали? Да, Да. вот так вот. если человек хочет, он найдет все равно время, поэтому я все равно сделаю что-нибудь интересное. А как же друзья еще? Да, друзья есть. У меня много друзей. Я очень общительный человек. Как они отреагировали на то, что у тебя такой быстрый прирост, популярность, если аж в Москве узнают и так далее? Конечно, они рады за меня. И тоже, когда я с ними гуляю, со мной тоже там сфотографируются. Там, Нет не знаю. никакой Ревность. ревности, зависти? Можно с вами сфотографироваться? А вот вы, ребята, отойдите, пожалуйста. Нет, такого нет. Они наоборот рады, то, что мне
получается. То, что я, мальчик с деревни, вышел на такую платформу и вот что-то делаю, что-то творю, и вообще, что-то получается. Кстати, как в деревне относятся к твоему хобби? Но рады, то, что вот моя мама тоже в деревне, так скажем, популярна, но ее все знают. Изначально они меня знали, то, что я поступил в высшую школу музыки, тоже статусная школа, и вообще там учусь. Ясно. Высшая школа музыки. Везде будем вставлять. 14-я школа. Это где? Серьезно. А где она находится? На Серьезно? Сейсарском озере. Практически уже наполовину там. Мы часто спрашиваем наших подписчиков, просим наших подписчиков задавать вопросы, писать нам, они пишут, а мы потом забываем. Ну, Игнорируем. Не то, что забываем, но действительно потом запись заканчивается, и потом, ой, надо же было зачитать. От нашего подписчика Виталия у нас есть ряд вопросов. Я предлагаю вынести их на обсуждение. Итак, первый вопрос. Как самому эффективно получать знания и применять их на практике? Саргалан, поехали. Почему? 20 секунд. Подожди, еще раз повторите вопрос. Подождите. Как эффективно получать знания и применять их на практике? Смотря что за знания. Саргалан вообще не ожидала, что к ней сейчас кто-то обратится, что ей будут задавать вопросы. Смотря что за знания. Ну, я считаю, что самый лучший способ получать знания, чтобы применять их на практике, это практиковаться. То есть... В знаниях. Я убежден в том, что теория без очень большого объема практики смысла никакого не имеет. Если мы говорим вообще об общем обучении чему-то, неважно чему. Что вы замолчали? Ой, я не знаю, что ответить. Спасибо. Второй вопрос. Астрономия в школе за и против Саргалана. Если бы был планетарий, я за. А если просто у доски стоять и отвечать, в Солнечную систему входит пояс Койплера. Ой, у нас был мальчик в классе, Андрей Сокольников, и он обожал космос. И все, что было с ним связано, я сидела как раз рядом, и он мне всегда все рассказывал, и это было так круто. Так что ладно, я за. Больше за, чем против. Да, это обязательно, поскольку очень многие люди живут в мире и не предполагают даже, как он вообще, как он работает, из чего он состоит. Да, многие знают, что звезда — это... Точнее, Солнце. Да, очень многие люди знают, что Солнце — это звезда только из-за песни Виктора Цоя «Звезда по имени Солнце». И многие еще так сомневаются. Солнце — это же звезда. Наверное. Вот. Поэтому, конечно, астрономия — это один из аспектов естествознания, который обязательно, мне кажется, нужно знать. Тем более, что огромные такие масштабы, на самом деле, когда ты понимаешь, что ты действительно просто песчинка, сидящая на чуть большей песчинке, летящей через космос, который постоянно расширяется, и ужас. Сейчас это улетишь. Я уже улетел. Эти мысли, мне кажется, просто для того, чтобы, как это странно бы ни звучало, расширить свое сознание, но их необходимо знать. Но видишь, опять вернемся к первому вопросу. Есть знания, нужна практика. Надо лететь. Я не вижу других альтернатив. На самом деле, у меня есть... не вижу преград. У меня есть такая мечта, что до того, как все кончится для меня, космический туризм дойдет до той стоимости, что можно будет его себе более или менее позволить, да. Вот мне хотелось бы. И как скоро ты... Просто. Я думаю, скоро все кончится уже. Не знаю, было бы интересно, то есть что-то узнать о наших планетах, вообще вот о наших этих штучках, короче. Например, да. Например, я не знаю. Окей. Дальше. Один большой мост через Лену или много маленьких мостов по трассе Вилюй. Ваши отношения? По трассе Вилюй. Я верхневилийский. Я считаю, что и то, и другое необходимо. Мы находимся на острове, и чем больше у нас контактов с материком... С другими материками, да. Тем лучше у нас экономическая обстановка будет в регионе, и в плане возможностей, конечно, это гораздо-гораздо лучше. Но лучше, наверное, через Лену, потому что это все равно уже огромная связь. То есть, Это выход на федерал. Да.
Вообще в сторону Вилюйска там маленькие речки, поэтому их можно спокойно на пароме переплыть. Ну и трафик не такой большой Да. все-таки, как будет через Например, лето. здесь же Но когда будет этот мост? час, 2 Я часа. обращаюсь именно к вам. Кто там нас смотрит? Да, нам нужен мост. Как сделать Якутию туристической Меккой? Точка. Тут еще такой фактор. Мы рассматриваем в основном российский туризм, а на самом деле внутренний туризм внутри республики, он тоже на самом деле такой фактор-то больной. То есть я бы с удовольствием бы поездил бы по республике, если бы была такая возможность, если бы это не стоило таких диких денег. Но сейчас же есть... Видишь, опять все складывается в деньги, в дорогу и так далее. Но сейчас Да, у нас деньги на летом транспорт. что открыли? Погорные речки, да, где-то у нас там вот это вот все. Ну, сплавы плаваем, есть. да, сплавы. Куда еще? В Хандыгу. Как-то резко этим летом Хандыга стала Посещаем. очень много Ну там да, фотосессий какие-то там Хандага нашли. это открытие такое, это «Властелин нашли колец». водопад «Властелин колец». «Властелин колец». И я вот из Хандаги, как бы я давно знала, то, что там горы, там не вот эти вот холмики, там именно горы, горы. там потрясающие есть. Теплый ключ, где зимой и летом там ручеек, приходишь, водичку пьешь, очень вкусненько. Ну да, то есть вы должны понимать, что сейчас добраться до той же Хандаги можно в формате переезда какого-то. То есть ты должен найти машину, ты должен перебраться Жилье. через реку, доехать до туда. Это долго. Лето, жара, Да. пыльные дороги. Это не, насекомые. это все-таки, это, ну я не знаю, это хайкинг, да, но это не туризм. То есть мне кажется, что именно туристам нужно, чтобы была какая-то нормальная рабочая маршрутная схема, чтобы можно было сесть и добраться до туда. Мгм. И тогда, мне кажется, был бы огромный поток, и был бы, соответственно, и поток и денежный, и в регионы, ну, из центра в регионы республики, и по России, в Якутию, соответственно, тоже. Потому что я думаю, ну ладно, по России может быть немного людей, которые хотят побывать непосредственно в Якутске, потому что, ну, что Это их будет? какие-то, мне кажся, вот блогеры, путешественники. Да, мне кажется, много кто. Ну, Экстремалы. покажи Экстремалы. фотографии. Ленских столбов? Ленские столбы, да, но и много других у нас мест прекрасных, абсолютно Куланы. живописных, да, то есть Кирпич, у нас Иркутск. очень много всего. И многие бы хотели бы, я думаю, побывать там, потому что Якутск — это просто город. Мгм. Хороший, но просто город. А природа, и мы постоянно отмечаем, что вот у нас природа, это самое Виды, главное. природа, виды. да. Как туда добраться-то, чтобы люди сюда приехали, привезли свои деньги и вклад в развитие республики внесли? Только развивая транспорт. Пожалуйста. Пожалуйста, ну сколько Пожалуйста, можно уже? сколько Ну, можно? чё Котячьи начиналось-то? И последний вопрос. Как грамотно планировать свой бюджет? Саргалана Степанова, пожалуйста. Свой бюджет. Свой? Я очень экономная девушка, вот я вам что скажу, поэтому... И до этого в Инстаграме сокол. Сумки. Вообще-то я коплю, я много работаю, не надо мне тут. Поэтому могу тратить сколько хочу. Как планировать? Ну, разделяешь в заметочках у себя. Там, в этом месяце я плачу то-то, то-то, то-то. В этом месяце я покупаю то-то, то-то, то-то. И все, и планируешь на то-то, Да. то-то, то-то. Понятно? Обычно, я, например, получаю какую-то сумму, и из них какой-то процент я обязательно откладываю. Из них какой-то процент идет на приобретение чего-либо. Поэтому обязательно, да, нужно планировать. Но я транжира. Но я могу сказать, что пока не так сильно были развиты возможности доставки в Якутск, я тратил вообще очень мало. Мгм. Потом, когда появился Алиэкспресс... Вот эта вот полноценный- игра, я сейчас в ней, Алиэкспресс, Асос, Да, Asos, да. Валберес, Wildberries. все. Ну да, то есть Я хороший теперь игрок. есть, наконец-то, возможности адекватно тратить. Это, конечно, не может не радовать. С другой стороны, это вносит определенные коррективы. Но для этого и нужно... Работать. Да, но я могу сказать, что даже не с точки зрения организации бюджета, а с точки зрения вообще
финансов в целом, никогда не верьте тем людям, которые обещают вам какие-то дикие доходы от ваших инвестиций, что если речь идет... Всегда надо рассчитывать на Да. себя. на свой Чудес не бюджет. бывает. То есть есть люди, которые, есть организации, которые вам предлагают доход за какие-то инвестиции, неважно в какой форме. И я могу вам сказать, что если, скажем, Что, потерял, да, нить, вот нет, эту связь с я не космосом? хочу сейчас сказать какие-то цифры, чтобы мне потом накидали, что нет, это неправда. Подожди, ты хочешь сказать, сколько тебе нужно в месяц? Нет, 10% годовых, да, вот обещают, когда за инвестиции, это все обычно, больше 10% годовых, это фигня. То есть и люди, которые такие, приходят, ничего себе там, да. Да даже 15% годовых это нереальные проценты, это очень много. Хотя, люди ждут там 50% в год, что будет прирост. То есть я сейчас вложу пару тысяч рублей и стану миллионером через 3 года. Это все фигня. Понятно. А вот это мы сейчас все не будем говорить, потому что, опять-таки, там очень много есть к чему придраться. Короче, о чем я хочу сказать, что нужно... Вопрос помнишь? Да, нужно в первую очередь инвестировать. И вот как раз-таки, что Алексей сказал, нужно откладывать. Очень многие люди говорят, что у меня нету свободных денег, чтобы их куда-то откладывать. И вот здесь очень хорошо работает формула, что время — это деньги. Так же, как и деньги, это время. То есть, если вы не захотите выделить какое-то время на что-то, вы это время никогда не найдете. И то же самое, если вы не захотите откладывать деньги Какую-то часть целенаправленно, суммы, да. вы, естественно, свободных денег под это не найдете. То есть должно быть просто конкретное целенаправленное желание отложить на какие-то инвестиции в дальнейшем. Да. Вот. И если этого желания нет, вы будете тратить все свои деньги за месяц, сколько бы вы ни получали. Так, а потом еще... Можно просто в Сбербанке открыть вклад и реклама Так, Сбербанка. подожди, мы тут не делаем вот эти вот... Авиасейлс. Алмаз Арген. Raid Shadow Legends. Просто нужно открыть вклад и просто туда... Да. Не знаю, просто хотя бы 30%, не знаю, ладно, 20%. Тут видишь, да, нет, от каждый, своей суммы. конечно, сам решает, но... Да. На самом деле сейчас еще очень легко с этим стало, потому что все перешло в смартфоны. Электронно, Да, и ты спокойно можешь между своими счетами. Просто да. Элементарно, да. Если раньше действительно нужно было идти, допустим, в банк, разговаривать с менеджером. там Сидеть в что-то, очереди. да, это, конечно, это головняк. А когда у тебя просто все в телефоне, конечно, так проще. Ну и проще снять их оттуда. И потратить как бы. на Не можно же минуточку. не закрывая вклад, то есть там нужно на месяц обязательно положить какую-то сумму, Ну, чтобы процент был больше. она еще не Билет с- в не- будущее, несъемная, что-то может такое, да. Да, То ну есть там ты- есть разные штучки вот с Ладно, зачем мы процентом. тут их информацией грузим? Да, никому не нужно. Информация. Очень громкое слово. Ну, давай скажем то, что у нас открылись. Спортзал наконец-то. Че, джиу-джитсу? Но они открылись, но есть небольшой риск, что... к Вы там сети- в масках? Конечно, соблюдая социальную дистанцию. То есть вы- Борьба на дистанции 1,5 метра. В спортзале, мне кажется, риск, то есть более... Там же всякие штучки, гантели, все. Не, На конечно. руках. Риск больше, если чем мы музыканты, кафешка. и подкаст у нас с музыкантом, в филармонии, театр, кинотеатр ничего не открыли. Мы до сих Да. пор в режиме ожидания Это хорошо. на станции. До 28-го. На станции... Разлука? Что? ожидание. Что ты пытаешься сказать? Я не понимаю. Что ты придрался ко мне? Ну так вот, потому что наше... Боги? Олимпа? Что? О чем? Ну, наше министерство, наше руководство думают, что мы сразу откроем двери для посетителей, для слушателей, и все, и начнем давать концерты, и все такие заболеют вирусом. Нет, этого же не будет. Музыканты 5 месяцев не работали вместе. Представьте оркестр, который 100 человек там сидит, и все занимаются по отдельности. А тут же надо всех собрать, Надо сыгрываться. сыгрываться там, Ну, нотки. потом возобновим. Шмотки. Ничего страшного. Хорошо, что мы на карантине. Не, ну я очень хочу на работу, меня прям колбасит, на стену лезу и так далее. Я из-за прослушивания просто голову чуть не потерял. Ну, там занимался, поэтому я бы сейчас еще отдохнул. Хотя у меня уже предстоит гастроли. Я уже вот в это воскресенье улетаю в Крым. Там новый фестиваль, и меня туда приняли. То есть я Крым отправил наш. заявку, и вот.
Ты именно как академический музыкант туда? Да, поэтому жду воскресенье. Чемоданное настроение. Да, уже 3-й раз за время карантина. Алексей, ты рискуешь Ты сейчас. рискуешь. А ты сидел? Дома, на Да. самоизоляции. Ну, Да. подожди, Ты сидел? ты сидел. Чтобы на картаны такая. Я предупреждаю, что это уже незаконно. Я уже 3 раза сдавал. У меня уже 3 ходки, ты чё? Нет, вообще, за лето я сдал 3 раза ПЦР на коронавирус, рот, мазок и нос. Такую палочку тебе в нос, а потом другой потом? палочкой в рот. Я думаю, к Хорошо, что сожалению... для уточнения другой палочкой. Можно так. Раз, 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 два, три, 4. Вот такое я люблю. За тебя ковы. Ну что ж, мы поговорили о том о сём, и напоследок Алексей сыграет нам. Поэтому, дорогие друзья, ставьте лайки, оставляйте комментарии, о чем вы хотите узнать. Подписывайтесь на наш канал, колокольчики. Всех люблю. Все такое. Давай, Алексей. Часто мы безотказны, страсти, здрасте, меняют краски счастья, расти. С тобой в опасность, без тебя в тень этой прекрасной песни. Место здесь, между моим и твоим сердцем, между баррикадой и песней. Вместе, вместе, это ли несчастье, но душа летела над лужами, но не апреля простужен был твоим смертельным оружием. Видимо, сам я себя убил. Душа летела над лужами, но не апреля простужен был твоим смертельным оружием. Видимо, сам я себя убил. Спасибо, Алексей. Еще хочу. Я помню той ночью, закрыл твои очи, бабушкина дверь и лестничный проем. Спускаемся мы вдвоем. Парки, скандалы, любовь, мемуары, песни о любви. С тобою навсегда, прошу тебя, помни меня. Я провожал тебя домой под звуки птиц. Ты засыпала на моих коленях, а я стучался в бабушкиной двери. Я прохожу весь коридор, а ты все спишь. Не вставай, малыш, ты мне говоришь: возьми меня, люби меня, укрой той пеленой, что мы с тобой создали вдвоем. Возьми меня, люби меня, укрой той пеленой, что мы с тобой создали вдвоем. Создали вдвоем. It's you, it's always you. If I'm never gonna fall in love, I know it's gonna be you. It's you, it's always you. Met a lot of people, but nobody feels like you. So please don't break my heart, don't tear me apart. I know how it starts, trust me, I've been broken before. Don't break me again, I am delicate.
Дальше не знаю. Нажми на плей, я сохранил ту ночь, чтобы ты не забывала, какой день провела со мной. Не хотел здесь оставить, и каждый день я думал о тебе. Мысли мои заставляют разделить. Верь мне, в темноте все в моих руках. Ты играешь близко, и я выпиваю быстро. И я ловлю мои искры. Сияй, сияй, сияй. Ее бокал полный сон. Она скрывает свое лицо. Я ни при чем, это твой вайб, это твой вайб. Что-то у нас не получилось акапельно. Zombie, 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 what's in your head? In your head, zombie, 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 oh, 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 na, na. oh, yeah. Что ты сказал? I'm becoming this. All I want to do is be more like me and be less like you. And I know. Ой, спасибо, Алексей. Спасибо, что пригласили. Да. Пожалуйста. Поступай в Якутский колледж инновационных технологий и осваивай востребованные специальности. IT, экономика, правоохранительная деятельность, логистика, диплом государственного образца. Есть бюджетные места. Звони 36 91 91. Восточно-Сибирский институт экономики и менеджмента предлагает учебные программы высшего профессионального образования. Направление юриспруденция, экономика, менеджмент. Прием заявлений онлайн на сайте www.vcm.ru. Телефон 36 91 91. Восточно-Сибирский лицей объявляет набор на новый учебный год. Учебный план соответствует федеральным образовательным стандартам. Восточно-Сибирский лицей расположен в 203-м микрорайоне в новом учебном корпусе. Телефоны 36 91 91, 26 26 65.